Тем не менее, гражданское общество пытается найти какие-то инструменты, чтобы решать проблему помощи местным сообществам. И я сейчас передаю слово еще одной нашей коллеге Зое Кретовой. Зоя выйдет сюда. Коллеги, вы сразу с кликером там решите, заберите кликер, и я прошу говорить в микрофон. Пожалуйста, вам слово, Зоя. Спасибо большое, Светлана. Доброе утро, дорогие гости. Для меня большая честь сегодня представлять гражданский сектор, и тем более представлять результаты замечательного проекта, реализованного экологическим движением «Биом» при поддержке Европейского Союза. Проект называется «Устойчивость молодежи к изменению климата», более короткая версия «Джашил климат», то есть «Зеленый климат». В рамках проекта подготовлено огромное количество мероприятий, вовлечено огромное количество заинтересованных сторон на локальном уровне, но один из инструментов, уникальный, на мой личный взгляд, так как я еще являюсь климатологом, это инструмент по самооценке местного сообщества. Мы все понимаем, как сложно действительно понять, насколько уязвим тот или иной сектор к изменению климата, в силу отсутствия науки у нас, допустим, недостатка статистических данных. Именно этот инструмент вносит заполняет пробел в доступе информации для местного сообщества. То есть человек может понять, местное сообщество может понять, насколько влияет на него климат. Итак, для того, чтобы использовать этот инструмент, вы можете даже сейчас пройти по этому QR-коду, и буквально опрос займет буквально 30 минут. Кроме этого, естественно, он создан для жителей Кыргызстана, но тем не менее можно примерно понять вообще, из чего состоит его структура, какие вопросы и какой главный результат. То есть, как пример, я думаю, любые представители любых стран также могут использовать его. Также в этом инструменте представлена оценка воздействия изменения климата на отдельные районы Кыргызстана, то есть именно как меняется климат, как меняется температура воздуха внутри года, как меняется режим осадков, как меняются другие климатические параметры. И далее пользователям предлагается пройти опрос по 11 секторам жизнедеятельности, то есть тех сфер, которые его окружают, то есть это сельское хозяйство, энергетика, энергоэффективность. То есть здесь не только адаптационные практики, но и частично затронуты тематики по митигации, то есть энергоэффективность, переработка мусора. То есть вы видите, да, какие блоки включены в этот инструмент. И результатом выйдет вот такая замечательная. Она вроде красивая, на самом деле она, наверное, немного такая печальная, потому что именно по вот этим направлениям, где меньше всего баллов набирает результат опроса, значит, в этот сектор, в это направление деятельности необходимы меры. Необходимо внедрять вопросы, например, вот на данном слайде вот вы видите, что минимальный балл по сектору отходы. То есть какая рекомендация, что лицам, принимающие решения в местном сельской управе, называется в Кыргызстане это Айлакмату, необходимо применять меры по переработке отходов, например, по разделению мусора, либо по переработке. То есть там очень подробный перечень идет, и там уже по ходу опроса, в принципе, понятно, чего недостаточно для того, чтобы оказывать, так скажем, на локальном уровне, включаться в борьбу с изменением климата. Зачастую, конечно же, местное население не имеет понятия, а что же мы можем сделать, какие практики мы можем использовать на своем индивидуальном уровне. Этот вопрос мы также, конечно же, учли, и в данном документе интегрированы лучшие практики для адаптации к изменению климата, собранные со всего региона Центральной Азии, наиболее доступные практики, которые каждый может использовать на индивидуальном уровне и, конечно же, на территории местных сообществ. В принципе, у меня все. Спасибо вам большое. Я уложилась.